Вы меня слышите? Ольга Владимировна, Отлично, добрый день, мы вас слышим. Скажите что-нибудь. Мы вас слышим очень Так, хорошо, значит, видео но включить но не включить видим, камеру, но может не быть, вот видим. Вы так. Да, можете вот. включить, видео? Да, да, я вас приветствую, А, коллеги. Добрый день. Да. вот сейчас мы видим вас, Ольга Владимировна. Добрый день. Ага, добрый день, все замечательно. Тогда мы начинаем. Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования на республиканском онлайн-семинаре «Как воспитать человека труда». На экране вы видите программу нашего сегодняшнего мероприятия, и я рада представить наших сегодняшних спикеров. С нами сегодня работают Ичеткина Тамара Александровна, старший методист Центра социализации и воспитания личности, поддержки детских и молодежных инициатив дополнительного образования Коми Республиканского института развития образования, которая в дальнейшем будет модерировать наше мероприятие. С нами сегодня Котик Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 23 города Воркуты. С нами Глуханич Александр Андреевич, директор Дома детского творчества «Патриот» села Помоздино. С нами Полина Елена Михайловна, воспитатель детского дома номер 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Сыктывкара. С нами протоиерей Алексей Муравский, настоятель домового храма святителя Петерима, епископ Великопермского Сыктывкарской епархии. И с нами Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент Московской области Московского государственного областного университета. Ну и с вами я, Волкова Анжелика Васильевна. И первый вопрос звучит у нас об изменениях в новых федеральных государственных образовательных стандартах именно по трудовому воспитанию и по трудовому обучению. Уважаемые коллеги, трудолюбие издавна занимало одно из центральных мест в системе человеческих ценностей. Рассматривалось как добродетель, во многом обеспечивающая благополучие в дальнейшей жизни. Трудовое воспитание детей предусматривало не только обучение их всем необходимым для крестьянской жизни навыкам, но и формирование у ребенка особого отношения к труду, как к жизненно необходимому средству существования и как к внутренней нравственной потребности человека. Обучение детей трудовой деятельности проходило по хорошо продуманной многими поколениями системе. Объем нагрузки и воспитательные меры соответствовали возрасту ребенка, его потребностям и возможностям в каждый период времени. В настоящее время трудовое обучение, труд по-прежнему является важным средством воспитания, ведь он был и остается основой человеческой жизни и культуры. И данному направлению воспитательной работы школы необходимо уделять особое внимание через учебную и внеурочную деятельность, общественно полезный труд, работу с семьей, профориентационную работу, а также при сотрудничестве с социальными партнерами образовательной организации. Вы все знаете, мое республиканский семинар большими буквами, вторая. Все вы знаете, что приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года номер 286 и 287 утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования. Обновленная редакция в ГОС сохраняет принципы вариативности формирования школами основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.
а также учета интересов и возможностей как образовательных организаций, так и их учеников. Именно с 1 сентября 2022 года начнут действовать в ГОС в каждой школе, а обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 году, будут уже учиться по обновленным в ГОС. В обновленных в ГОС сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы, что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. Обновленные в ГОС также обеспечивают личностное развитие обучающихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание. В соответствии с обновленными в ГОС рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего образования, основного общего образования. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией совместно с семьей и с другими институтами воспитания. Следующий. В соответствии с ВГОС установлены требования к результатам освоения обучающимися программ начального и основного общего образования, к личностным результатам, метапредметным и предметным результатам. Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части трудового воспитания. Это значит осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. Предметные результаты по учебному предмету технология, предметной области технология должны обеспечивать сформированность общих представлений о мире профессий, значение труда в жизни человека и общества, многообразие предметов материальной культуры, сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании, овладении технологическими приемами ручной обработки материалов, приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды. Сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-преобразующей среде. Предметные результаты по учебному предмету технология на уровне основного общего образования должны обеспечивать сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда, осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, понимание социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта, сформированность представления о современном уровне развития технологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решение творческих задач, моделирование, конструирование и эстетическое оформление изделий, обеспечение сохранности продуктов труда, овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знание правил выполнения графической документации, сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач,
Сформированность умений применять технологии представления, преобразование и использование информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве и в сфере обслуживания. Также сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. Также я хочу здесь вам напомнить, что о портале Института стратегии развития образования Министерства просвещения Российской Федерации «Единое содержание общего образования». Здесь представлено на слайде ссылочка, где представлены проекты примерных основных образовательных программ. Также здесь представлены примерные рабочие программы. Я вам хочу сказать, что по окончанию нашего семинара все эти рабочие программы, все приказы окажутся вам, вам в доступе, и вы можете их скачать. Также на данном портале представлена подборка методических материалов и материалов по трудовому обучению, ну и также конструктов для быстрого создания рабочих программ по учебным предметам и в том числе по учебному предмету технология. Спасибо. Ну что, на этом та информация, которая мной была подготовлена именно по обновленным в ГОС, завершена. А сейчас я предоставляю слово Ичеткиной Тамаре Александровне. Уважаемые коллеги, я хочу вам напомнить, что в чате вы можете задать вопросы нашим дорогим гостям, нашим спикерам. Также у нас есть раздел, называется «Вопросы», и вы также можете там задавать свои вопросы. Спасибо. Продолжаем с вами знакомиться с темой нашего семинара. И попрошу открыть нашу презентацию. Так, ну вот с первым вопросом об изменениях в обновленном ФГОС по трудовому воспитанию вы сейчас выслушали выступление руководителя нашего Центра воспитания и социализации Волковой Анжелики Васильевны. А мы с вами перейдем к рассмотрению и к обсуждению следующих вопросов. Это сущность трудового воспитания, понятие трудолюбия как личностного качества, основные виды трудовой деятельности школьников в организации трудовой деятельности учащихся, формирование у них трудовых умений и навыков. И у нас с вами перед нами сегодня выступят со своим опытом работы наши коллеги, будут представлять опыт работы своих образовательных организаций, в которых они работают или руководят ими. Значит, но мы сегодня с вами уже выслушали те требования, то новое, что необходимо сейчас организовывать и создавать в образовательных организациях. К сожалению, мы с вами знаем, что в перестроечные годы трудовое воспитание было предано забвению, и в связи с этим было очень много разных проблем. И мы с вами понимаем, что установки, которые получают наши дети, эти установки идут из среды, из общества, в котором они проживают. И вот по этому поводу известный педагог советского времени Антон Семенович Макаренко, воспитательный талант и опыт которого мы не подвергаем сомнению, он так отзывался о роли среды, где растет и взрослеет ребенок. Воспитывают все – люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего люди. Со всем сложнейшим миром окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждая из которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка. Весь этот хаос не поддается как будто никакому учету, тем не менее он создает в каждый момент определенные изменения в личности ребенка. Направить это развитие, руководить им – вот это и есть задача воспитания. Откуда же проблемы, которые в современном обществе возникали? Конечно же, нужно отдать твердый отчет в том, что была установка на беззаботную и красивую жизнь.
И не просто потребительство, а на потребительство в квадрате. В его чистом, за чужой счет, не омраченная необходимостью добывать хлеб насущный, чему и кому-либо служить и что-либо производить. Вот именно это исходило и исходит в современном мире от взрослого мира, от нас с вами. И это протест против основы основ мира, самой причинно-следственной логики бытия. Сегодня потрудишься, и только завтра получишь плод. Мне бы хотелось, чтобы вот по таких, ну, на таких как бы проблемных вопросах мы выслушали еще и мнение наших экспертов. Сегодня здесь на нашем семинаре присутствуют эксперты федерального уровня, вам уже представляли, Розину Ольгу Владимировну, и значит, с точки зрения, опять же, такой духовной, нравственной стороны, потому что труд – это прежде всего и духовно-нравственное воспитание детей, протоиерей Алексий Муравский. Вот мне бы хотелось сейчас задать им вопрос. Так все-таки откуда берутся вот такие установки и с чем это связано? Почему до сих пор навязывалось нашим детям, нашему подрастающему поколению «бери от Дорогие жизни мои, все», меня такой слышно, был да? девиз. Ольга Владимировна, что вы по этому Да, поводу можете сказать? значит, откуда это берется? Это берется из того, что мы живем с вами в обществе Да-да, очень хорошо потребления. слышно. Дело в том, что порядок жизни, предусмотренный, так сказать, для человека изначально, он нарушен был. Нарушен был как самим человеком, я думаю, батюшка, может быть, про это нам в большей степени, так сказать, расскажет, чем я за такие духовные вопросы, так сказать, браться. Если в социальной сфере, так сказать, брать, то речь идет о том, чтобы сейчас сформировать человека, который аксиологические ценности, так сказать, для него, аксиологические ценности для него были бы чисто материальными, потому что на самом деле, так сказать, столкнулись с проблемой справедливости, так сказать, справедливости оплаты, справедливости, так сказать, не знаю, отношений, так сказать, жизни и так далее. А на самом деле, так сказать, забыли, что выше справедливости всегда была любовь. Так вот, я в этой связи хотела бы поставить вопрос, собственно говоря, каков смысл и какова цель, так сказать, труда? Понимаете? Да, конечно, мы должны воспитывать в детях трудолюбие, но, как правильно нам сказал первый спикер, о том, что труд – это прежде всего добродетель, трудолюбие – это добродетель. А что такое добродетель? Это то, что делается как бы по воле, по выбору самого человека. Он может делать эти добрые, так сказать, дела, может их не делать. Вот поэтому задача, собственно говоря, воспитания человека такого, который не мог бы не трудиться, который хотел бы и желал трудиться. Но, конечно, встает вопрос, а во имя чего и зачем? Понимаете? Если речь идет о том, чтобы благодаря своему труду получить какие-то дополнительные материальные, так сказать, блага, то, собственно говоря, каков тогда смысл жизни остается за этим человеком? Он получит одни блага, вторые, третьи, больше, еще больше, а итог-то, в общем-то, один в конечном итоге. Так вот, проблема именно в аксиологической ценности труда. А она как раз состоит в том, что заповедовал ведь Господь человеку, отошедшего от него в раю. Это, собственно, человек решил поставить над собой такой эксперимент, пожить, так сказать, без Бога. Вот. И поставил. Эксперимент оказался, так сказать, весьма неудачным. Но, тем не менее, Господь ему дал такую заповедь, такую, так сказать, ему инструкцию, так сказать, в том, чтобы он трудился в поте лица своего. А в чем, собственно, смысл труда в таком случае? Видимо, тут двоякий, так сказать, вариант. Во-первых, восстановление в себе утраченного подобия Божьего, то есть человек перестал быть, Богу подобен, он должен восстановить себе это подобие. Бог его показывал, как это, так сказать, сделать. Вот труд ему дает такой, так сказать, шанс восстановить. А во-вторых, так сказать, труд для кого и для чего? Если для себя самого, то, наверное, наверное, близко к эгоизму. Это, наверное, близко к тому, чтобы, так сказать, процветал я и, так сказать, и все остальное меня не волнует.
Ведь, понимаете, для того, чтобы труд приносил духовную пользу, он должен быть для кого-то. Вот вспомните, я росла в советские времена, и когда трудовому воспитанию уделялось большое внимание, несмотря на определенные идеологические, значит, установки, тем не менее в классах всегда отсутствовали уборщицы практически. Дети имели навыки собственной уборки, так сказать, класса, и дежурство было соответствующее. Все это воспринималось совершенно нормально. Но ведь, понимаете, проблема-то не в том была, чтобы, так сказать, действительно избежать и сэкономить, так сказать, избежать труда уборщицы, сэкономить, так сказать, на детском труде некоторые, так сказать, школьные деньги. Нет. Речь шла о том, чтобы дети сделали это для кого-то, то есть э, для своих, так сказать, одноклассников, которые придут потом завтра и увидят чистый вот этот вот класс, так сказать, убранный, понимаете. Поэтому смысл, аксиологический смысл труда – это не есть приращение собственного богатства, это не есть получение профессии для того, чтобы э, лично для себя, так сказать, потом обогатиться, благодаря, так сказать, полученным навыкам. А речь прежде всего идет о том, чтобы отдать вот свой труд. Вы обратили внимание, что все, что сделано с любовью, оно всегда очень радует. Неважно, что это, будь это бабушкины вязаные носки, или, может быть, это выращенные мамой, так сказать, цветы, или это может быть сделанный кем-то сестрой, там, старшей, допустим, какой-то пирог к чаю для семьи, для всей. Но сделал он с любовью. Все это сделал. И этот вот результат этого труда, он несет в себе частичку этой, так сказать, любви. Вот это очень важный, так сказать, аспект. А второе, это что касается аксиологической ценности труда. А что касается, так сказать, содержания самого труда, то ведь не секрет ни для того, что Господь, ни для кого не для секрет, что Господь, Он Творец. И, собственно говоря, одной из граней образа Божьего в человеке – это творчество. Господь наделил человека такой способностью творить. Поэтому на самом деле труд, он преображает не только самого человека, если он направлен, результат труда направлен другим, так сказать, людям, но и он преображает мир, потому что на самом деле человек, который трудится творчески, он наверняка, так сказать, вот сделает нечто такое, что не только удивит, но и будет полезно, так сказать, многим. Вот это, так сказать, тоже как бы очень, так сказать, важный, так сказать, момент содержания труда. И я бы вот интересное такое, может быть, обратила бы внимание. Собственно, задача вот технологии как предмета, тут уже об этом говорили, программа, так сказать, есть, вы обратили внимание, посмотрим, почитаем потом. У этого предмета, конечно, есть образовательные задачи, конечно, нужно ребенка информировать о различных видах, так сказать, трудовой деятельности человека и так далее, и так далее. Но не надо забывать никогда и практическую значимость этого предмета. Это прежде всего овладение неким ремеслом, то есть неким навыком, так сказать, трудовой какой-то деятельности. Но опять же, тут же, если мы говорим с вами об аксиологических смыслах, то для чего овладение? То, наверное, для того, чтобы отдать продукты своего труда другим людям. Трудолюбие именно как личностное качество – это и есть воспитание добродетели, желание, так сказать, трудиться для того, чтобы, так сказать, принести другим людям, так сказать, пользу, другим людям это благо. Вы знаете, у меня дети, с которыми я работаю, они достаточно взрослые, а именно студенты первого, второго, то есть третьего курса, там разные ребята, и мы с ними, так сказать, изучаем предметы, связанные с религиозной культурой. У нас в ВУЗе, так сказать, есть история религии и религиозных культур, такой предмет. Он идет 5 семестров, и каждый семестр разные, так сказать, задачи ставятся, разные содержания его. Вот. И кроме того, у нас еще есть предмет религоведения. Так там и везде, и здесь я, значит, стараюсь их знакомить, ребят, студентов, с притчами, христианскими евангельскими притчами. И вы знаете, очень даже неоднозначная такое вот дискуссионную проблему, дискуссионное такое, так сказать, скажем, занятие у нас идет по притче работниках 11 часа. Она это очень многогранная притча, на которую, как правило, особо не обращают внимания. Но я бы здесь поставила вопрос таким, так сказать, образом. Не знаю, все ли слушатели знают, так сказать, эту притчу, но я бы, так сказать, может быть, вам ее напомнила
в кратком, так сказать, таком, может быть, изложении. Текст ее, конечно, в Евангелии имеется, вот, подробный. Значит, может быть, читать я его не буду, так сказать, кратко напомню. Значит, речь идет о том, что один хозяин виноградника нанял себе работников в виноградник, начиная с самого раннего утра. И когда он каждый раз выходил, так сказать, своего виноградника, видел, так сказать, на площади еще людей, желающих наняться. И он их все время, так сказать, нанимал. Одних с утра, вторых чуть позже, третьих чуть позже. И, наконец, пришли работники 11 часа. То есть это не совсем то, как мы понимаем, часы. Там в библейское время были, так сказать, другие, значит, градации часовые. Но речь идет о том, что люди эти пришли уже, так сказать, значительно позже, чем те, кто первые пришли. И они тоже нанялись. А когда началась расплата, так сказать, за труд, то каждому из них было дано по динарию, то есть только сколько, так сказать, стоил этот труд изначально. На эту сумму, так сказать, они и договаривались, так сказать, на работе за оплату своего труда. И, значит, первые, так сказать, они несколько были удивлены и возмущены таким положением. Они говорили, что мы проработали целый день и получили столько же, сколько получили те, кто пришел позже нас, кто получил последние. Да? Вот. На что хозяин виноградника сказал о том, что разве не на динарий я с вами договаривался, вы получили свое. Конечно, эта притча имеет гораздо более глубокий духовный смысл, и речь идет о том, что в каком бы своем нравственном состоянии человек не был бы изначально, но если он пришел к Богу в самые даже последние, может быть, дни или часы своей жизни, он все равно, так сказать, будет, так сказать, с ним. И вспоминается тут же, так сказать, соответственно, вспоминается разбойник, так сказать, тот, который с Христом был распят на Христе рядом, так сказать, да. Но я хотела обратить внимание вас на другую немножечко сторону, так сказать, этой притчи, а именно вопрос о справедливости. Потому мне вот дети мои всегда задают этот вопрос, вокруг которого разворачивается дискуссия. Они переводят все сразу в экономическую плоскость и говорят о том, что да, действительно, совершенно несправедливо поступил хозяин, что он заплатил первым столько же, сколько последним. Первые должны были просто получить значительно больше, потому что они работали больше. Вы понимаете? И вот эта вот проблема о справедливости, как мы ее, так сказать, понимаем сейчас в нашем жизни, она всегда сводится только лишь к каким-то материальным, так сказать, ценностям. Но, как правило, не обращают внимания на справедливость с точки зрения, так сказать, вот такой, знаете, духовной награды, так сказать, человеку за его труд, за его любовь. А я ему в конце этой дискуссии, может быть, которая у нас достаточно, так сказать, живо, так сказать, проходит, я его спрашиваю, а какой еще притче вспоминается вопрос справедливости? И где тоже говорится о несправедливом отношении, так сказать, за свой труд. Но они уже до этого изучали притчу о блудном сыне, и, конечно, кто-нибудь наверняка вспоминает и говорит о том, что, Ольга Владимировна, а вот тот самый старший сын, который, так сказать, даже не назвал его братом своим. Он сказал, твой сын вернулся, твой младший сын вот вернулся. Он не сказал младший, твой сын вернулся, который это имение растратил. Он даже его братом не хотел своим называть. На что его отец поправил и сказал, что радоваться надо было тому, что он вернулся живым, так сказать, что он мертв был и воскрес. Значит, и сейчас вот он живым вернулся. Речь-то ведь опять же идет о справедливости. И вот когда мы говорим, так сказать, о труде, всегда, так сказать, предполагается некое воздаяние за этот труд. Вы понимаете? Вот тот же ребенок, в котором мы воспитываем с вами трудолюбие, как добродетель, он всегда ждет какой-то награды и желательно справедливой за свой труд. Но самое-то, что интересно, на самом деле, он считает, что в любом случае он будет считать, что эта награда несправедлива, потому что он отдает свое и навсегда, а получает значительно меньше, на что он, чем он рассчитывал. И вот вы понимаете, вот это вот противоречие между, так сказать, тем, что вот справедливостью и любовью, оно искоренимо только лишь в одном случае, только лишь на пути, так сказать, именно торжества любви. Потому что на самом деле действительно человек может не получить за свой труд то, на что он рассчитывает, в материальном, так сказать, плане. Но ведь к материальному и не сводится, так сказать, весь смысл труда. Весь смысл труда. Так что на самом деле воспитание человека труда – это очень такая серьезная проблема с точки зрения, так сказать, с точки зрения аксиологических ценностей. Что мы положим в основу, так сказать, цели, так сказать, этого
и стремление, так сказать, этого. Во имя чего он будет в себе воспитывать эту добродетель? Зачем? Понимаете? Ну, мы должны примерно и сами, конечно. Конечно, не надо, так сказать, мои слова понимать буквально. Дело в том, что действительно после грехопадения, когда человек поставил собой эксперименты, в поте лица ты будешь теперь добывать хлеб свой, сказал ему Господь этому падшему человеку, так сказать. Действительно, сейчас труд стал как необходимость с точки зрения некого материального обеспечения. Как потопаешь, так и полопаешь, так сказать. Не сделал, не получил. Естественно. А если в раю труд действительно носил творческий характер, возделывайте и преображайте рай, говорил Господь, и не нужно было трудиться во имя, так сказать, корки хлеба, потому что кругом плоды деревьев, с которых можно было есть, и так далее, древо жизни. Вот. Проблема в том, что не было труд, не было какого-то, это было творчество, так сказать, да. То есть сейчас, конечно, и когда я говорю о справедливой награде за труд, я, конечно, не говорю о том, чтобы нужно допустим, отнестись смиренно, так сказать, или там, я не знаю, как отнестись, так сказать, может быть, смириться с тем, что тебе не доплачивают то, что тебе положено в соответствии с законом. Может быть, стоит по этому поводу и возмутиться, может быть, и стоит по этому поводу, так сказать, и потребовать, потому что действительно здесь справедливости здесь много может быть. Но мы должны с вами прекрасно понимать, что на самом деле всегда выше справедливости есть любовь. И всегда, так сказать, именно она, так сказать, именно она может помочь человеку, так сказать, решить эту проблему, так сказать, понимаете, проблему, так сказать, целей и смысла труда. Вот, наверное, пожалуй, такие рассуждения я, так сказать, приведу. Может быть, кто-то что-то спросит, дополнит, вас послушаем с удовольствием, батюшку вот с удовольствием послушаем.
рассказывать, слушай. Вы меня видите и слышите? Да. Очень интересное выступление по трудовому воспитанию. Даже сейчас немножко растеряна. Поэтому свою работу, вот презентация, да, вот видно презентацию? Все видно, да? Вот, поэтому, наверное, свое бы выступление хотела начать тоже немножко с притчи, но литературной Феликса Кривина, называется «Школа», где гусеницы и червяк захотели научиться летать. И у одного это получилось, а у другого нет. Гусеница превратилась в бабочку, а червяк как был червяком, так и остался. Но меня больше интересует как бы в этой притче фигура учителя гуся, который очень хорошо знает теорию, но в небо так и не поднялся, в отличие от бабочки. Так вот, как бы цель моего выступления – рассказать, как мы в стенах нашего образовательного учреждения прививаем и поддерживаем у детей любовь и интерес к интеллектуальному труду. Я многие годы работала в должности заместителя директора, и поэтому сегодня буду говорить не об уроке русского языка,
а о том, как в нашем учреждении, бывшем лицее, мы приучали вот ребят к этому интеллектуальному труду. Это учреждение, в которое дети приходят уже с личной мотивацией, потому что они приходят и поступают к нам из разных школ города. То есть они выбирают для себя это учреждение с целью овладеть учебными навыками, продвинуться в знаниевой сфере той области дисциплин, которые им интересны. И с одной стороны, лицей, школа предоставляет им поливариантную среду, такую как углубленное изучение каких-то, вот у нас английского языка было предмета, затем предпрофильное обучение по 2 направлениям и профильное обучение. Казалось бы, все хорошо, ребенок имеет внутренний посыл, значит, у него и будет плод вкусный его труда. Но не тут-то бывает, этот плод оказывается и горек в какое-то время, потому что возрастают нагрузки, и личностное представление ребенка о своих достижениях, о своих умениях не оправдывается в конкретной учебной деятельности. И вот чтобы не пропал этот огонек и эта любовь к кропотливой ежедневной учебной работе, здесь помощь оказывает педагогический коллектив. У нас независимо, кто ты по образованию, филолог или математик, но все мы одной командой ставим перед собой вопросы, чему мы учим наших детей. Потому что вырастить хороший плод можно, если у тебя хорошее орудие труда, и ты им хорошо владеешь. Поэтому мы учим детей работать с книгой на бумажном носителе, с книгой электронной, изучать вспомогательный аппарат, который есть в этой книге, отрабатывать алгоритмы выполнения самых разнообразных заданий, чтобы понимать, как выстраивать свою деятельность по тому или иному направлению, в том или ином виде учебной деятельности. Сегодня большое подспорье и нам, и детям оказывают цифровые образовательные ресурсы, образовательные платформы. Особенно в период ковида это, конечно, палочка-выручалочка. Новизна может быть, что ребенок может самостоятельно это отслеживать, динамику своего продвижения, те карты диагностики, которые есть на этих цифровых ресурсах. И трудиться нужно всегда, вот чтобы ребенок не сидел в виртуальном мире, а если он в нем сидит, чтобы это было с пользой. У нас развито олимпиадное движение. Все 10 месяцев в году, с сентября по июнь, ребенок погружен в олимпиадное или конкурсное движение. Это обязательная часть его трудовой деятельности в режиме учебной жизни, если так можно сказать. Олимпиадное движение или конкурсное, оно выбирается ребенком в соответствии с его возможностями и потребностями. И продвигается он в этом движении на протяжении всех лет обучения, поднимаясь с более низкой ступеньки на более высокую ступень. И так как у нас раньше был лицей, то понятие коллектива, понятие братства, любви к своему образовательному учреждению, это была важнейшая составляющая, на которой строилась совместная учебная деятельность. Таким образом, таким образом, плотно занимаясь учебной деятельностью в течение всего учебного года и первый месяц летний, у ребенка формируются необходимые образовательные навыки. Я их не буду перечислять, они у вас перед глазами. Но вот эти образовательные навыки могут давать удовлетворение в своем учебном труде ученику, потому что он стал хорошистом, допустим, или показывает более
высокие результаты в том или ином предмете. У него растет репутация как знатока, допустим, истории или математики среди своих коллег, одноклассников, в глазах преподавателя он вырастает, но не это является главным. Больше удовлетворения от своего интеллектуального труда ребенок получает, когда он вовлекается в событийную среду, в события, которые важны для всей школы. И вот в этой событийной среде нашего образовательного учреждения очень много самых разнообразных проектов, таких, например, как интеллектуальный тренинг, образовательно-олимпиадная школа «Каникулы на 5», мастер-классы по решению олимпиадных задач, проект «Как нам написать хорошо школьное сочинение» или, допустим, Евровидение. То есть вот в этих проектах участвуют все лицеисты, все ученики образовательного учреждения. И важность мы их видим не только в том, что ребята здесь могут трудиться или коллективно, или классом, или же, допустим, в парах, включаются в разновозрастную группу, но и в том, что те знания, которые они получают, те навыки, которые у них есть, они могут творчески преобразовывать, давать продукты для пользования ими другими ребят. Вот, например, на интеллектуальный тренинг у нас приходят до 50 детей из других школ города, где ребята показывают спектакли, допустим, на английском языке, которые они сами пишут, разрабатывают костюмы, подбирают музыку. Это может быть работа одного класса или, допустим, клуба любителей английского языка. Другая группа ребят готовит самые разнообразные мастер-классы, где работают в парах и обучают, информируют, может быть, пропагандируют свой опыт в решении различных учебных задач, олимпиадных выполнений заданий, делятся с той информацией, которая помогает другим увлеченным этим предметом ребятам продвигаться по знаниевой линии. Это вот как бы формирование трудолюбия и осознание ценности своего труда в учебной деятельности. Но мы живем в открытом пространстве, пространство это непростое, дети наши бывают, болеют, мы сталкиваемся со многими проблемами. И вот в прошлом году впервые, наверное, был подготовлен и реализован проект «Послушайте», где ученики сами написали сценарий, сыграли эти спектакли раз 12 для того, чтобы оказать помощь ребенку, который оказался в трудной ситуации. То есть вот такой своеобразный социальный проект. Еще я хотела бы обратить внимание на то, что, допустим, так немножко сбилась, простите, ребята интеллектуально одаренные, они готовы делиться своими знаниями или продвинутыми в каких-то областях знаний, они готовы делиться своими знаниями с другими, кооперироваться с другими ребятами для решения насущных каких-то задач, в частности, вот, допустим, для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ. Ребята, которые хорошо это осваивают, они ведут свои блоги, куда присоединяются другие ребята, которым требуется помощь. Они распространяют интеллект, простите, карты. Они распространяют свои лекции, вот, видео, в которых делятся опытом, как можно подготовиться или представить тот или иной вопрос. Также вот такой мы реализуем
и функционирует у нас в школе объединение пар детей по наставничеству, допустим, ученик-ученик, где они вот друг друга готовят. Но еще этапы наставничества есть и во внеурочной деятельности, допустим, вот, в объединении РДШ. И здесь ребята передают опыт от лидера к будущему лидеру. Вот принципы: я делаю, ты смотришь и этому учишься, потом мы делаем это вместе, ты потом делаешь сам, я помогаю тебе, ты делаешь, я уже смотрю, наблюдаю, и ты делаешь, то есть я тебя вырастил, ты можешь дальше передавать свой опыт. Поэтому трудовая деятельность, наверное, она складывается из того, что ребенок и сам продвигается в освоении ряда алгоритмов, знаний, умений, и он может это передавать другим людям. Еще хотелось бы мне остановиться на проекте «Дерево профессий», потому что все знания, которые приобретает ребенок, он ведь потом их проецирует на свою дальнейшую карьеру. Так вот когда ребята участвуют в этом проекте «Дерево профессий», пишут каждый о том, какая есть у него профессия. Но обязательно они прописывают, какую же ценность они видят в этом труде, какую пользу. Для ребят это очень и очень важно. Так, ну и, наверное, немножко сумбурно, простите, вот последнее выступление свое построило финал. Но как бы мы считаем, что вот этот трудолюбие мы воспитываем у ребят в интеллектуальной области, потому что, допустим, мы получаем очень много благодарственных писем со стороны от руководителей высших учебных заведений. Мы видим, как наши выпускники успешно сотрудничают в волонтерских группах, как они содействуют, например, такой программе, как «Жди меня». Они пропагандируют бережное отношение к природе и миру, участвуют во всероссийских акциях по защите и очистке Арктики, хранят традиции лицея, передают их. И, наверное, я хотела бы показать вот вам последний куплет нашего когда-то лицейского гимна, где как раз говорится о том, что цель жизни человека, да, вот, в том, чтобы он поднимался вверх, чтобы его достижения давали радость, осознание полезности своей деятельности другим людям. Ну вот, наверное, все. И учение – это для нас не мучение. Мы предлагаем: учитесь с нами, учитесь у нас, учитесь лучше нас, да, и интеллект – это то, что поднимает человека вверх, что делает его сильным. Вот на этом я закончу свое выступление. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Викторовна. Очень такое комплексное и содержательное выступление у вас было. И действительно, вы продемонстрировали разнообразные виды и формы трудовой и интеллектуальной деятельности. А вот как это сказывается на такой духовной, нравственной составляющей, вот мы хотели бы попросить прокомментировать отца Алексея. Как вы считаете? Это учебная трудовая деятельность, как она отражается на духовной, нравственной стороне личности? Ну, это надо, наверное, спросить Татьяны. Она лучше, наверное, знать вид своих детей, как оно отражается, да, как оно должно отражаться. Да, но она продемонстрировала, сказала, что есть отзывы хорошие от учреждений. Ну вот у нас, например, вот это лицейское братство, умение сотрудничать вместе, когда дети сотрудничали здесь, в лицее, оно как бы поддерживает их и ведет их в жизни и дальше. Они не рассыпаются в различную цепочку, а они остаются, ну извините за высокое, может быть, высокопарное слово, но они составляют ожерелье. Ну, действительно, когда они, весь совместный труд, он их объединяет, когда они вместе в дальнейшем
двигаются по жизни, это все реализуют, не оставляя, как бы не превозносясь друг над другом, да, что кто-то больше Да, старается, а да. другой меньше. Действительно, это взаимопомощь. Это есть как бы одно из основных нравственных качеств человека, чтобы наше общество действительно было обществом, семьей, да, общиной, чтобы не был каждый по одному, и тогда мы действительно, мы сила. Ну, тоже, опять же, высоко скажем, да. Поэтому Да-да-да. с точки зрения замечательно, что так у Да, нас получается в этом плане, да, достойный, реализуется вот достойный так вот опыт программа, работы да. в этой школе, и он следует его распространять. Спасибо, Татьяна Викторовна, большое. Спасибо. Так, и мы переходим к следующему виду деятельности. Это общественно полезная деятельность. И предоставляем слово Полиной Елене Михайловне. Елена Михайловна, пожалуйста. Ну, чтобы было понятно, у нас маленький детский дом, в нем всего 60 детей, от дошкольного и заканчивая старшими школьниками. В основе воспитательной работы в детском доме лежит составленная воспитателями программа, одним из разделов которой является блок «Социальная ориентация». Среди 14 направлений есть также и касающиеся и трудового, и экономического воспитания, и нравственного, и профориентационной работы. Работа по трудовому воспитанию в детском доме строится на следующих принципах. Единство трудового воспитания и общего развития, нравственного, интеллектуального, эстетического, физического. Развитие индивидуальных особенностей воспитанника. Коллектив детского дома стремится к тому, чтобы каждый из воспитанников нашел тот труд, который наиболее полно и ярко раскрывал бы его природные задатки. Общественно полезная направленность. Педагоги добиваются того, чтобы у детей формировалось желание принести пользу себе, семье и обществу. Многообразие видов трудовой деятельности. Природе ребенка свойственно стремление к перемене, чередованию, сочетанию, совмещению двух и более видов трудовой деятельности. Занимаясь одновременно несколькими видами труда, каждый воспитанник приобретает разные умения и навыки. Педагогический коллектив работает над решением следующих задач трудового воспитания. Воспитание положительного отношения к труду своему и других людей, формирование убеждений в том, что труд по самообслуживанию – это проявление принципа справедливости, это способ избежать эксплуатации одного человека другим на бытовом уровне, развитие потребностей в творческом труде, честности и ответственности в деловых отношениях, воспитание и развитие детей через их деятельность в сельском хозяйственном труде. Значение труда в развитии личности общепризнано, поэтому одним из важнейших критериев уровня воспитанности выпускника детского дома является высокий уровень мотивации к труду, который служит залогом успешной социализации личности в самостоятельной дальнейшей жизни. В нашем детском доме существует система работы по трудовой адаптации воспитанников, включая следующие направления. Самообслуживание, работа кружков, трудовые бригады, труд на участке, волонтерский отряд, школьная кампания. Первым, о котором я бы хотела сказать, это труд по самообслуживанию. Дети попадают в детский дом некоторые с самого маленького возраста, и поэтому включаются они в это сразу с первого дня, как только поступает в детский дом, потому что он заключается просто в бытовых умениях. Уборка постели, личная гигиена, содержание одежды в чистоте и порядке, мелкий ремонт одежды, стирка мелких вещей, дежурство по столовой, дежурство в семье по поддержанию чистоты в комнатах, уход за комнатными растениями, уход за младшими ребятами, и дежурство по детскому дому. Хочется сказать о работе кружков, что в детском доме работают кружки проектирования и технологии изготовления швейного изделия, на которых дети, начиная с дошкольного возраста, мальчики и девочки учатся работать с разными видами тканей, материалов, штопать, пришивать пуговицы, выполнять аппликации из ткани. Дети постарше ремонтируют свою одежду и одежду младших детей своей семьи, используя электрические машины, швейные, а также шьют для себя, для малышей, вышивают и вяжут. На кружке «Столярное дело», в зависимости от возраста и способностей, мальчики обучаются таким умениям, как конструировать
мебель для детского уголка, ремонтировать мебель, хозяйственный инвентарь ремонтировать, строят и ремонтируют детские площадки, готовят атрибуты и декорации к праздничным концертам и мероприятиям, заготавливают веники, бересту и ремонтируют огородный инвентарь. Существует также клуб «Хозяюшка». На занятиях воспитатели формируют у детей навыки ведения домашнего хозяйства, поддерживать порядок в доме, готовить, стирать. В воскресные дни и на каникулах каждая семья готовит самостоятельно завтраки, обеды и ужины. В дни рождения составляют праздничное меню. И под руководством воспитателей готовят различные блюда праздничные. Дети на деле узнают не только, как заваривать чай, но и как разделывать рыбу, чем зразы отличаются от котлет, щи от борща. Кроме того, в нашем детском доме существуют трудовые бригады. В работе бригад нам очень большое содействие оказывают наши социальные партнеры. Сыктывкарская епархия, опытное хозяйство «Северное», Сыктывкарский лесной институт, Сыктывкарский государственный университет. В летний период наша разновозрастная трудовая бригада составляет 48 человек, ну, если вычесть детей дошкольного возраста. Все эти ребята делятся на 5 трудовых бригад, среди которых есть память, садовод, Вера, муравейник и домовенок. Ну, в большинстве случаев вся работа этих бригад, она заключается по принципу самоуправления. У нас есть бригадиры из детей, которые выбраны из старших детей, которые распределяют работу по этим бригадам. Например, вот бригада «Садовод». Здесь работодателем является лесной институт, дендроучасток и ботанический сад СГУ, где воспитанница Александра является бригадиром. Там ребята занимаются посадкой лекарственных растений, прополкой, подкормкой, сбором материала, посадкой растений, рыхлением, ну, в общем, всеми такими огородными работами. Бригада, например, «Вера» работает на территориях храмов города, где тоже занимаются благоустройством. Далее бригада вот «Муравейник», они работают на опытном производственном хозяйстве «Северное». Здесь они занимаются посадкой и уходом за сортовыми кустарниками. Ну, на слайдах вы можете это видеть, как все происходит. Здесь работают не только старшие ребята, но и средние, и младшие. Бригада «Домовенок» работает в самом детском доме, на территории детского дома, и тоже занимаются, соответственно, косметическим ремонтом, уходом за комнатными и садовыми растениями, благоустройством территории детского дома, самообслуживанием, сбором бересты, работой в прачечной, и занимают младших детей досуговой деятельностью. Трудовые бригады формируются с учетом желаний ребят, а также их возраста и имеющегося опыта. В организации труда применяется принцип самоуправления, как я уже сказала. Кроме того, в каникулярное время проводятся дни самоуправления, где обязанности работников выполняют сами дети. И от директора до машиниста по стирке белья все обязанности выполняют самостоятельно. Подготовка к данному мероприятию проходит задолго до этого дня, и воспитанники сами выбирают должности с учетом своих желаний и наклонностей. Кроме того, в детском доме уже с 2017 года организован волонтерский отряд «Радуга добра». Ребята воплощают в жизнь свои проекты. Вот это организация досуговой деятельности, о чем я говорила, что часть детей, которые остаются в детском доме, они организуют игры с ребятами. У нас не было никогда тренера в детском доме, у нас всегда этими всеми обязанностями занимались сами старшие ребята, которые посещали спортивные секции. Кроме того, вот вы видите, в летнее время, когда воспитатели уводят трудовые бригады по своим вот местам трудовым, дети занимаются организацией игр досуга с младшими.
Так, волонтерский отряд. Активисты РДШ организовали создали волонтерский отряд «Радуга добра». Ребята здесь воплощают в жизнь свои проекты. Они сами ищут новых партнеров. Ребята участвуют в субботниках в различных точках города, например, в сквере возле 36-й школы, в заказнике «Белый», в Кировском парке, на аллее памяти, на спортивной базе «Динамо», ну и много еще других мест, где они сами по своему желанию выходили на уборку. Кроме того, вот волонтерский отряд взял шефство над территориями детских садов, куда ходят наши младшие самые воспитанники. Они там занимаются уборкой снега с территории. Например, когда большие снегопады проходят, они приходят туда, в детские сады, строят горки, в морозы заливают эти горки, чистят веранды от снега, с крыш убирают снег. В дни первой самоизоляции активисты волонтерского отряда начали шить многоразовые марлевые маски. Сначала для индивидуальной защиты самих воспитанников, а уже позже такая появилась идея сшить и для жителей Республики Коми. Ну вот Министерство здравоохранения Республики Коми предоставило нам километр марли. И за неделю ребята сшили и передали в Министерство здравоохранения 1220 масок. Кроме того, вот активисты волонтерского отряда, они также вот находят, с кем сотрудничать, кто просит о помощи. Например, вот приют у животных «Кошкин дом». Приходят волонтеры отряда, чтобы тоже убирать там. Кроме этого, вот у нас младшие школьники в 36-й школе, где учатся поблизости ребята, во время динамической паузы волонтеры тоже могут выходить и организовать подвижные игры на свежем воздухе. В нашем детском доме существует с 2000 года школьная компания «Медолос». Педагогический смысл создания этой школьной компании заключается в необходимости подготовки ребят к жизни в современном обществе, в котором предпринимательство становится одним из ведущих видов деятельности, а предприимчивость – необходимым качеством личности. Вот у нас 5 семей и организовано 5 мастерских, в которых такие как «Радуга», «Ошка-мошка», изготовление занимается панно из атласных лент, панно и шкатулок, бусинка по плетению из бисера. Создают вот картины из бисера и оплетают декоративные яйца. Изготовление изделий из бересты занимается тоже вот одна семья. Изготовлением сувениров из шерсти. Мастерская по вязанию. Представлена тоже на фотографии. Причем создаются такие эксклюзивные сувениры, которые потом чаще всего раздаривают гостям, которые приходят в детский дом. Школьная компания «Медолос» занимала неоднократно первые места на различного уровня конкурсах и слетах, потому как за время работы произведено очень много продукции, и дети научились различным умениям. У них появилась уверенность в себе, исчез страх перед будущим, повысился стимул к учебе. Нам импонирует девиз программы «Учись, делая». Внедрение всех вышеперечисленных направлений способствует созданию модели эффективной учебной, успешной трудовой деятельности, развитию у детей качеств, которые помогают справиться с задачами и трудностями, ожидающими их в реальной взрослой жизни. Комплексная программа по трудовому воспитанию дала следующие результаты. 5 воспитанников связали свою жизнь с педагогической деятельностью, 15 воспитанников с медициной, 7 воспитанников с экономикой, 15 воспитанников с военными специальностями, 5 воспитанников с экологией и 3 воспитанника с информационными технологиями. Наша задача Елена Михайловна, спасибо. Вырастить. Да. Спасибо, замечательный такой доклад. Уже весь
как бы в комплексе представляет нам все направления деятельности, в том числе и профориентацию, вы показали это на последнем кадре. И действительно, вот вы подчеркнули, что и меняются, да, нравственно, духовно дети меняются. То есть появляется какая-то вот надежность такая, да, вера в то, что все у них хорошо получится, все сложится в жизни. И это благодаря вот такой комплексной трудовой деятельности, которую вы организуете в своем учебном заведении. Спасибо вам большое. И мы предоставляем слово следующее. Это общественно полезный производительный труд. Глуханич Александр Андреевич, директор Дома детского творчества «Патриот», село Помоздино, Псковского района. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, я уже как бы послушал, посмотрел, мне уже как-то даже и вроде говорить-то не о чем. Но я бы хотел все-таки заострить внимание о том, что ключевое воспитание человека труда все-таки должно начинаться с семьи. То есть от родителей это все идет. Я вспоминаю свое детство, и вот, скажем, работа колка дров, это, я помню, таскал дрова еще до того, как начал ходить в школу. Первая зарплата, которую я получил, была у меня в 5 классе, когда меня пригласили взрослые люди на сенокос, я работал. И главное не те деньги, которые я получил за свой труд, а главное то, что взрослые обратили на меня внимание, и вот эта социализация со взрослыми, она меня мотивировала. То есть, и как бы вот смотрю, вот детский дом. Вот Елена Михайловна рассказала, как это не хватает в некоторых семьях, чтобы детей вот так мотивировали помогать родителям. И живя в сельской местности, я сейчас даже часто сталкиваюсь с тем, что дети не дают возможности, родители не дают возможность детям работать, скажем, убирать урожай картошки, там, работать, таскать воду, таскать дрова, типа берегут их. И что мы получаем в итоге? Мы получаем детей, которым, в принципе, это не так и нужно, потому что раз родители их не мотивировали, а если родителям это не нужно, значит, им тоже это не нужно. Но я как бы приехал сюда, чтобы рассказать немножко о профессиональном обучении, которое мы проводим на базе нашего Дома детского творчества. Начиная с 2018 года, после получения лицензии для профессионального обучения, мы начали готовить наших учеников, давать им профессию тракториста. Со временем, допустим, мы расширили перечень услуг, теперь мы еще готовим продавцов. В дальнейшем хотим еще дополнительные профессии. Сейчас еще открыли автошколу, то есть даем профессию автомобилиста. То есть к чему мы приходим? То есть дети мало то, что они в школе, конечно, работают, мало то, что кто-то еще дома работает, но мы еще пытаемся их научить и дать им какую-то профессию, чтобы они могли социализироваться в обществе в дальнейшем. То есть не просто закончить школу и пойти куда-то учиться дальше, да, а закончить школу и получив профессию. То есть, условно скажем, если наши дети занимаются дополнительным образованием, учатся, занимаются в кружках прикладного значения. Я своим педагогам в свое время, когда стал директором, сказал, ваши кружки должны закончиться документом об образовании. Если это прикладной кружок, должна в итоге быть какая-то специальность. И мы потихонечку к этому идем. То есть мои педагоги работают, совершенствуются, повышают свой уровень для того, чтобы на выходе наш воспитанник получил документ, дающий ему возможность социализироваться в обществе и работать уже с определенной профессией. Хорошо это или плохо, я не знаю. В советское время, слава богу, что мне довелось жить и родиться, и жить, и учиться в той великой стране, в которой трудовое воспитание было одним из ключевых, да, приоритетных видов воспитания. Кроме еще, вот хотел бы внимание заострить, название нашего Дома детского творчества «Патриот». В свое время я более 10 лет занимался, руководил военно-патриотическим клубом. То есть готовил ребят к армии, видел, как они работают. Но потом со временем приходит какое-то осознание того, что вот трудовое воспитание в итоге, вот скажем, кто такой патриот? Это гражданин, который в первую очередь готов работать на благо нашего общества, для себя и для блага нашего общества. Что для этого нужно? Нужно то, чтобы человек этот был готов к этому труду, то есть приспособлен, он был востребован. То есть простейшие профессии, которые на селе, допустим, сейчас очень востребованы, но, допустим, тоже совхоз Помоздинский испытывает постоянно кадровый голод специалистов, тех же трактористов. Да? В свое время начали дояры. В свое время в районе было профессиональное техническое училище, где готовили швей и поваров. Все это ушло в никуда. И мы, в принципе, так уж получилось, что Дом детского творчества взял на себя функцию восполнить вот эту нишу, то есть дать возможность детям обучаться и получать профессию. То есть что для этого нужно?
Вот как бы мы говорим, пришли не только говорить и цитировать, да, мы пришли говорить, поделиться опытом. Вот, что для этого нужно? Нужно в первую очередь. Это коллектив, который готов сам совершенствоваться и вести за собой детей. Материальная база, она нарабатывается. Если есть заинтересованные люди, с Божьей помощью матбаза, она выстраивается, она создается. И в дальнейшем вот та же матбаза, которую мы потихонечку создаем, она же создается не на пустом месте. То есть мы, обучая детей профессиям, имеем возможность обучать еще, кроме всего прочего, взрослых людей на платной основе, что нам дает возможность зарабатывать средства для того, чтобы создавать еще более лучшие условия, создавать еще другие направления по обучению. То есть это все взаимосвязано. И главное, опять же, все мы ходим под Богом. Да? С Божьей помощью, вот я говорю, мечтать это одно. Но когда ты мечтаешь и хочешь сделать мир лучше, Божья помощь, она всегда приходит и тебе помогает. То есть вот я иногда задумаюсь, а что нам еще нужно? Спрашиваю педагога, что вам еще нужно? Молчат. И неужели у вас все есть, вам все хватает? Если вам все хватает, значит вы успокоились. Нельзя успокаиваться, нужно идти дальше. И идя дальше, вести за собой тех же детей. То есть ваш пример, скажем, вашей активности, вашего позитива, он привлекает детей и ведет их. То есть в любом случае трудовое воспитание без вот этого энтузиаста, оно не может быть. Да, наши дети после, скажем, в летний период мы привлекаем их и работаем на восстановление храма, да, работают, крышу поменяли. Этим летом они вынесли весь мусор, который там за столько лет в этом храме накопился. Это колоссальный труд, но это они делали безвозмездно, смотря на своих наставников, на своих педагогов, за которым они готовы идти хоть куда. То есть, условно скажем, живой пример. Вот личный пример – это один из элементов вот этого воспитания. Без этого примера трудно воспитать ребенка, если ты сам не трудишься. Но в любом случае я считаю, что все начинается все-таки с семьи. И нужно на этот момент обратить внимание. Вот производительный труд, он ведь имеет какие-то уже конечные результаты, материальные ценности у вас производятся? Материальные ценности мы пока не производим. Мы пока обучаем, допустим, вот вождение на тракторе, да, что он с этого получает? Он имеет возможность пойти в летний период на практику в совхоз, да? То есть условно выполнить какую-то работу механическую, получить за это зарплату. Это не то, что конкретно вот что-то не сделали и реализовали. Да? Это труд, который они реализуют. Правильно я понимаю, что у вашей образовательной организации нет задачи включать их в производство материальных ценностей, а только вот обучение будущей трудовой деятельности? Пока да. Вот мы в дальнейшем видим, да, допустим, тоже подсобное хозяйство. Возможно это. Опять же, эта законодательная база должна нам дать возможность. Да, если этой базы не будет, соответственно, мы будем нарушать закон, соответственно, никто нам это не позволит. Это, наверное, важно, да? Это очень важно. Вот вы говорите о перспективе, да? Вот как раз перспектива. Это очень важно. Это на самом деле настолько важно. Вот представьте, что в свое время, советское время, да, мы все школьники выезжали для помощи, допустим, сельскохозяйственным предприятиям по уборке урожая. Заготовки сена, допустим, летними. Все работали, и это было нормально. Дети, подростки получали зарплату, да? Но мало того, что они получали, они еще чувствовали важность своего труда для общества. Да. Это нужно понимать. И когда нам запретили ту же уборку картошки, выход на уборке картошки, так как это не соответствует детский труд. Как это можно запретить детский труд? Тогда запретить им вообще... Очень хорошую вещь сказали, сопричастность. То есть, конечно, если не будет этой сопричастности, то, собственно говоря, зачем? Есть ли трудовое воспитание тогда? Да его нету. Если вот не будет этого ощущения, что ты важен для взрослых. То есть, получается, имитация труда. Конечно, конечно. В католическом детском доме же. Это же супер пример. На базе Межаторского. Да. Такой крупный. То есть все было? Все работало. Все разрушили. И вот мы приходим к тому, что, в принципе, система, нужна ли вот это нашему государству то, о чем мы, нужно ли это, то, о чем мы говорим. Вопрос. Вот комментарий здесь вот был, я смотрела, значит, одна слушательница написала: любая деятельность – это труд. Вы согласны с этим? Любая деятельность – это труд. Конечно, это труд. Но вопрос, труд-то он бывает разный. Опять же, труд корыстный. Да, корыстный, направлен только для своего личного обогащения. И труд, который, кроме того, что ты обогащаешь, скажем, создаешь себе средства для выживания, ты еще помогаешь другим. То есть ведешь кого-то за собой или помогаешь кому-то еще. Опять же, наше общество не может рассчитывать только на индивидуалистов. Мы в обществе живем, в обществе, которое не может развиваться, если каждый будет работать только для себя. Как, батюшка? Ваше мнение? Конечно.
тоже так же, что труд, он может быть как созидательным, То есть, также и то есть не любая деятельность труд, разрушительным. а имеет какие-то такие вот характеристики все-таки труд, Ну, да? конечно, Не имеет любая деятельность. критерии оценки, скажем, нравственную оценку имеет любая деятельность. Ну, Поэтому ну вот я вот, у меня вылупился цыпленок, я смотрю, как курица учит ее кушать, клевать. Вот она ковчик, там вот его туда тыкает. Я наблюдаю, вот элементарно, вот родители учат ребенка, ну, скажем, своего кушать, да? Это труд его воспитательный, как родителя, да, и труд того, который еще не умеет, но начинает это делать. Он трудится, он обучается, это труд. Вот в принципе человек то же самое. Мы идем в школу, вот мы говорим, что вот идет ребенка утром будет, он просыпается, ему кашу в рот, иди в школу, все, пошел. Он еще спит на ходу, но он идет. Куда он идет? Я ему говорю, даже идешь, когда ты в садике, я своему внуку говорю, ты идешь на работу. Это твоя работа. У твоих родителей работа идти на работу, зарабатывать деньги, чтобы тебя одевать, кормить. А твоя задача пойти в садике, отработать, получить то, что тебе дают, сделать из этого правильные выводы, потом сказать своим родителям спасибо за то, что они тебе дали эту возможность. Это труд. Мы просто должны ценить его. Ну и вот хотелось бы еще получить ваше мнение на то, что вот сейчас, в настоящее время, государство повернулось опять к этому трудовому воспитанию. А как вы считаете, удастся нам вообще вот преодолеть те проблемы, которые у нас возникли за эти 20-летия, да, и все-таки воспитать человека труда? Или это уже, вот, наверное, Ольга Владимировна сейчас выскажется, да, или это уже этап как бы вот упущенный, нам уже это не догнать, не сделать человека, не воспитать человека труда в школе? Ольга Владимировна, как ваше мнение?
Спасибо. Спасибо, Ольга Владимировна. Да, очень существенно вы сейчас сделали вставочку, вот именно, что трудовое воспитание без единства с семьей и школой, оно просто не может иметь результат конечный. Это действительно так. И педагоги должны в союзе с родителями заниматься этим направлением. Спасибо вам. Так, я бы хотела сейчас дать слово отцу Алексию, подведение итогов нашего семинара. Что вы могли еще сказать вот для учителей, как напутствие, что нам надо делать, чтобы трудовое воспитание, трудолюбие воспитать в наших детях? Для учителей. Ну, я вот согласен с Иваном Андреевичем. В принципе, он уже сказал, что для учителей необходимо это быть примером для своих учеников. Потому что когда мы говорим одно, а делаем другое, то в итоге мы получаем, скажем, воспитываем и даем пример именно как поступать так, как мы поступаем. И в данном случае этот закон работает вообще везде, это универсальный закон. В любой проблеме, в любом научении, либо в хорошем научении, либо в плохом научении. То есть пример является прежде всего. И не зря говорят про священников, каков поп, такой приход. Да? То же самое можно сказать, что, может быть, какой преподаватель, такие у него и ученики, может быть, тоже применимо. Хотя, конечно, бывают исключения. Бывает из любого правила исключения. Поэтому это не только, так скажем, обращение к учителю, а вообще обращение, правильно сказала Ольга Владимировна, к любому взрослому человеку. Да? То есть, если мы хотим научить детей чему-то, то мы должны показать в этом пример. Лично сами. Чаще вспоминать, когда мы были маленькие. Вы что хотите еще добавить? Я хочу добавить, Да. конечно. Вот мы опять же, говорю, когда мы еще по телефону созванивались, я же говорил, что мы зачастую боремся с ветряными мельницами, когда система сама по себе, да, вот мы говорим про одно, то, что вот как мы видим, как мы хотим. Но на самом деле в государстве очень сложно бороться со средствами массовой информации, с которых идет вот это, извиняюсь, кумиры наших детей сейчас не те, которые действительно поднимали и строили страну после войны, да, а те, которые, вот, условно скажем, пропагандируют то, что не нужно пропагандировать. И Да, когда это к сожалению, с да. главных каналов транслируется, мы понимаем, что наших усилий зачастую не хватит. И когда учитель или педагог является обслуживающим персоналом, как нас вот как бы выставляют, что мы даем услуги, нужно понимать, что если в государстве вот это не поменяется, но это не от нас зависит. Вот, условно сказать, не мы принимаем законы, не мы законодатели, мы просто те люди, которые вынуждены выполнять и жить вот по этим законам. Поэтому нужно понимать все-таки, что мы снизу, конечно, да, все зависит от того, что кто этот педагог, насколько он сам человечен, насколько он профессионален. А то, что идет сверху, оно должно идти сверху и должно быть правильно. В противном случае у нас результата не будет, и это будет тупиковый путь. Да, и должно быть это принято всем обществом, то есть не просто какой-то лозунг, да, Да. а именно трудовая, вернее, системная деятельность воспитательная. Государство ведь не выживет. Просто наше государство не выживет, если мы не воспитаем настоящих людей труда. Потому что без этого труда, без созидательного труда государству не жить. Но уже потеряно целое поколение. И сейчас, в общем-то, если не взяться за это, то действительно это может произойти. Получаться, да. Елена Михайловна, вот ваш опыт, он произвел на меня такое глубокое впечатление. Вот мне кажется, что если бы не вы, я имею в виду воспитатели, ваш весь коллектив, вот взрослый коллектив, который с такой любовью, с таким трепетом, что ли, с такой таким трудом, это же очень большой труд, вот, воспитать детей, которые практически не имели примера, да, то есть у них не было родителей там, в силу каких-то там обстоятельств. И вот это же такой кропотливый труд. Как вот вы с помощью каких, не знаю, там душевных, духовных усилий можете такой результат получить? Вот что вы можете по этому поводу сказать и пожелать это нашим учителям? Ну, я думаю, что у нас в детском доме работает сила традиций. Мы все педагоги уже со стажем, и мы все прошли через нашу советскую школу. И очень много оттуда привнесено.
того, что следует сохранять. И мы реально это сохраняем. Ключевое слово Всеми традиция, силами. да? Да. Всеми силами сохраняем традиции. Ну и, наверное, любовь, да, вот все-таки вы любите свою профессию, детей любите. Да. Вот как ни странно звучит, да. Но дело в том, что действительно, наверное, в таком учреждении, как детский дом, работают только люди, которые самоотверженно любят и трудятся ради детей, которые вот так вот в таких обстоятельствах жизненных оказались. Не каждому, наверное, вот дано все-таки такому вот учреждению трудиться. Это зависит от людей. Все-таки. Каждый для себя решает сам. Просто я вот как бы добавлю, что если ребенку в детстве хватило любви, то есть, в принципе, вот этот аккумулятор любви, да, он у него будет всю жизнь. Если ему не хватило, соответственно, ну, условно скажем, давать любовь он уже не сможет. Поэтому наша задача с детства, допустим, вот я просто по себе скажу, вот этой любви мне хватило. И от дедушки, с бабушки, и от людей, с которыми мне приходилось сталкиваться, и от родителей. То есть вот эта любовь, это как вот просто батарейка, вот тебя зарядили, и ты готов просто делиться все время, потому что, ну, именно в делении ты находишь свою реализацию. Поэтому вот то, что там люди, это действительно хватило им любви в детстве. Такой хороший символ. Учитель батарейка. Да. Действительно. Я очень рада тому, что у нас сегодня были такие хорошие, опытные учителя, федеральные эксперты тоже с такой глубиной рассматривали труд с точки зрения аксиологической, духовно-нравственной. И я думаю, что нашим коллегам, которые подключались, тоже было интересно услышать мнение наших уважаемых экспертов, спикеров. И я думаю, что мы продолжим серию семинаров, связанную с трудом. Поэтому мы не прощаемся. Желаю вам всем творческих удач, хорошего учебного и воспитательного труда. Спасибо всем за внимание. Спасибо.